Как известно, государство в условиях пандемии создает для бизнеса все необходимые условия для безопасной работы. Есть система АШИК, возможность легального заполнения посадочных мест в кафе и ресторанах. Есть установленное время их работы, предусмотрена бесплатная вакцинация и внедрены цифровые паспорта. Однако недобросовестные чиновники и мошенники, которые выдают себя за них, пользуются установленными ограничениями для вымогательства. Буквально на днях антикоррупционная служба задержала работника одной из подведомственных организаций Министерства здравоохранения. Он представлялся членом мониторинговой группы и обманным путем получал деньги от представителей ряда известных столичных развлекательных заведений за непринятие мер по фактам нарушения карантина. Санкции суда его взяли под стражу, проверяется причастность других лиц. Рестораторы откупались от него неоднократно, на системной основе. Общая сумма выплат достигала до 10 миллионов тенге. Похожие случаи были и в других регионах. К примеру, в городе Тарас уже осуждены работники акимата, получавшие деньги от администратора детского развлекательного центра. В городе Талдыкурган завершено расследование аналогичного преступления, совершенного чиновниками. То есть отдельные предприниматели, вместо того, чтобы противостоять бытовой коррупции, сами идут на дачу взятки, нарушая ограничительные меры. Поэтому обращаем внимание, что кроме крупных штрафов за дачу взятки, Уголовный кодекс предусматривает также лишение свободы на длительный срок. Безусловно, подавляющее большинство бизнесменов не нарушают карантинные меры, но даже они не застрахованы от визитов нечестных представителей власти. В случае, если чиновники вымогают взятки, вы можете обратиться на наш телефон доверия по номеру 1424. К ним будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством. Глава государства в своем послании призвал искоренять факты бытовой коррупции. С ней должны бороться все. Деятельность агентства сейчас сконцентрирована на принятии превентивных мер, то есть на выявлении и устранении самих причин и условий, порождающих бытовую системную коррупцию. Хочу отметить, что агентством уже даны соответствующие рекомендации правительству по устранению коррупционных рисков в деятельности мониторинговых групп.